Нижегородский журналист Андрей Островский, работник московского журнала «Столица», находится в командировке в Южной Осетии. По долгу службы ему пришлось выезжать в районы, контролируемые Грузинской национальной гвардией. О том, как проходила его поездка в Лениногорский район, город Гори, город Тбилиси, он сейчас попытается рассказать. Начнем с возвращения, потому что, в общем, самые больше всего неприятностей я имею именно по возвращению. 24 января, понедельник, я возвращался из Ленингорского района, из села Циногор, через Гори, с Хинвал. Я попытался добраться до города автобусом вначале, а потом пройти пешком оставшуюся часть пути. Дошел только до села Терзниси. Там меня задержали лица, которые представились сначала как грузины, бывшие жители города Схинвал. И они начали задавать мне вопросы, кто я такой, на каком основании был. После того, как я ответил на эти вопросы, меня поместили в подошедший автобус, подвергли обыску. После того, как при обыске были обнаружены заметки, довольно откровенные, по духу, может быть, даже слишком резкие, потому что я видел в Ленингорском районе, меня начали бить, после чего доставили на турбазу в районе Гори при выезде из города в сторону Схинвала. Это довольно крупное вооруженное формирование. На базе имело 2 ВТР и несколько автомашин различных типов. Судя по количеству людей, находившихся на базе, их, во всяком случае, не меньше 40 человек. Скорее всего, больше. По моим предположениям, это скорее всего, национальная гвардия. Ну, а если говорить о других населенных пунктах, где ты побывал, да, в такой последовательности, значит, сам поселок Ленингорий, сам по себе. Так, дальше потом вот Циногорий, Запоры, ущелье, Лехурское ущелье и Астинские села, которые уже находятся на, собственно, территории Грузии. Понял. Значит, сам поселок Ленингорий. Сам поселок Ленингорий находится под контролем грузинской страны. Фактически в поселке установилась не твоя власть, потому что существует временный комитет, который якобы ввел на территории чрезвычайное положение. Кроме того, что стоит пост на въезде в поселок, собственно, чрезвычайное положение не сказывается никак в ночное время. Временный комитет осуществляет надзор за порядком в поселке и осуществляет, так сказать, общие меры руководства. А вся исполнительная власть по-прежнему принадлежит Сакрыбулу, в котором в основном соседи сторонники Комсохода. Судя по беседам с членами Сакрыбула, я в этом убедился. Большая часть грузинского населения поддерживает бывшего президента Грузии, а осетинская часть, скажем так, свое мнение вообще не выражает, потому что она боится его выразить. Там было довольно сложно взять мне интервью у осетин, потому что они боялись, если меня сопровождали грузины, говорить в его присутствии. Что был, то был. Я знаю только один случай, когда человек не побоялся, сказал то, что то. В основном, если что-то мне говорили такое положение в поселке о том, что действительно вот осенью была очень сложная обстановка, что были грабежи, были избиения людей, то это говорилось, когда грузин рядом. А все-таки мне такую информацию дали. Дальше, значит, по осетинским селам. Пойдем по каждому селу в отдельности. Село Ранят. Село Осетинское находится на территории собственной Грузии, Каспийский район. Довольно большое село, но впечатление производит опять-таки странное. Дело в том, что у нас ездит дороги, она стоит сразу за Горийской трассой. Там в село идет лишь узенькая трубочка. И эта трубочка причем дальше прорывается и заваливает. То есть люди фактически из села никуда не выезжают. Кроме соседнего тоже осетинского села Негоза, где находится школа и куда они водят детей, никакой связи у них с внешним миром почти нет. За пределы своего села, где боятся уходить. 23 ноября прошлого года на село было нападение, был бой, длился он в течение 40 минут. К счастью, наступавшим неформалам не удалось село прорваться. Нападение было отбито, но вооружены жители очень плохо, в основном охотничьим оружием. И, в общем, никакой связи с соседями не имеют. Они даже меня опасались проводить в соседние села и так показали рукой, как я должен идти.
И дальше уже я добирался самостоятельно. Дальше. Село Карапино, тоже Каспийский район. Село маленькое. Все посты завалены баррикадами, и с дороги практически никакого съезда нет. На мосту, ведущем к селу, стоит остров сожженной автомашины, преграждающий доступ. Разговор с жителями села был коротким, в общем-то, говорить мне что-либо опасались. Ну и, как я понял, там тоже обстановка достаточно сложная. Село Чалчуса, это уже начинается Оленегорский район. Население в поселке осталось, в селе осталось почти прежним. Выехало сравнительно мало людей. Был один случай похищения человека, но давно, в 90-м году. Сейчас обстановка стабильная. Дело в том, что все подступы к этому селу фактически перекрыты другими сельскими селами, и непосредственного контакта с территорией, контролируемой грузинской стороной, оно не имеет. Село Цинагар. Также осталось довольно много населения, хотя много и выехавших. В селе тоже обстановка довольно интересная, потому что все нынешнее начальство совхоза назначено из Ленинграда. Руководство совхоза было назначено из числа местных лиц, но назначено и из Ленинграда непосредственно. Сейчас совхоз финансируется в Ленинграде, то есть зарплату они получают. Правда, последний раз зарплату они получили за декабрь. Сейчас, после того, как их держали несколько месяцев на голодном пайке, село ничем практически не снабжало, жили они на собственных запасах, как, кстати, и Ренек, как и Чусан, они начали выдавать им продукты. Ну, кроме спичек, один раз привозили хлеб, значит, кроме спичек, крупы и макарон, пока село ничего не получило. Обстановка в селе такая, что люди не знают, чем себя занять, не знают, что будет в будущем, и очень неуверены. Многие с начала весны думают приезжать. Дальше. Село Закоры или Лихурское ущелье. Об Лихурском ущелье можно говорить долго, потому что там довольно много мелких, маленьких деревьев. И обстановка в каждой своя. Мы прошлись по ним как-то очень кратко. С местными ребятами мы ходили. Кратко. И, в общем-то, мы были довольно продолжительное время только в монастыре в Закоре. В монастыре в ноябре прошлого года был случай похищения, похитили 5 человек, и там имеются 2 сожженных дома. Мы эти дома видели, я зафиксировал это на фотопленку, который остался. Хотя перед этим меня в Ленинграде уверяли, что ни одного сожженного дома по всему району не имеется. Закор, село небольшое, центр сельсовета. Примерно свыше года они не имели устойчивой связи с внешним миром. Так сказать, когда вот мы приехали, они были нам очень рады и очень удивлялись, что мы смогли к ним прорваться. Конечно, ни прессы, ни телевидения, ничего подобного там не было. Никаких представителей. Вот. Из 750 жителей у них осталось 454, то есть очень много покинувших эти села, весь этот куст маленьких сел. Вот. Точный отряд самообороны у них практически отсутствует, из-за чего имеют случаи грабежей в самом Закоре, по верхнему и нижнему Закору, всеми ограбленных домов. Массовый угон скота свыше 470 голов. В последнее время, так сказать, тактика немножко изменилась, тоже начали снабжать потихоньку. И приезжают заготовители, скот закупают. Но дают не полную цену, а, скажем так, примерно половину. Цену на скот из той, которая существует сейчас на рынке. Непосредственно в Ленинграде я говорил с Юрием Буладзе, это председатель Секрепума местного. Вот. Он считает, что жизнь там мирная, все спокойно, но информацию он дал частично ложную, хотя бы по тем же сожженным домам. Вот. Он сам, в общем-то, является человеком, как я понял, продом сахудиевских убеждений. И сейчас он, скажем так, выжидает, как повернутся дела в регионе. Вот, хотя исполнительная власть по-прежнему за ним решает исполнительные вопросы. Но он утверждает, что никаких эксцессов не было, никакого массового изгнания населения непосредственно из поселка Ленинграда не было. Только они, дескать, как он утверждает, убрали нескольких крикунов, которые вдохновлялись идеями из Хинвали, из Адыманных. Вот, хотя потом не дали факты конкретные уже. Избиение людей, увольнение их с работы, в частности, была образована вся осетинская редакция местных газет. Вот. Но он, конечно, об этом предпочел.
Андрей, ты был у нас в прошлом году, когда у власти был еще Гамсахурди. Не смог побывать сейчас, когда на смену Гамсахурди пришли бывшая оппозиция к нему. Вот ты уловил какую-то разницу вот, в политическом подходе, к пониманию ситуации? В общем, Что-нибудь безусловно, изменилось? в общем, безусловно, уловил. То есть в общем положении Грузии, что касательно общего положения Грузии, разница, безусловно, есть. Внешние политики более трезво представляют себе истинное положение республики. Но что касается проблемы национальных меньшинств, то есть вот, хотя бы той же Абхазии, Осетии, ну не только, а вот сдвигов существенных я не наблюдаю. Все-таки вернемся к началу, скажем так, к факту твоего пленения. Как ты, как журналист, расцениваешь все, что произошло? Почему по отношению к журналистам, которые являются, в общем-то, нейтральными людьми, вот, и Национальная гвардия это все-таки не какой-то бандформирование, а официально представляет свою республику. Почему именно могло такое произойти? Почему такой подход был именно? Я считаю просто, что поскольку я занял такую позицию, которая отражалась по моим заметкам, которые они прочли, я же говорю, что мне пришлось от них отречься. Я сказал, что они не мои. Вот. А они это их очень раздражило, и именно поэтому это явилось фактом. В общем-то, такое обращение со мной явилось следствием. Они поняли, что я занимаю позицию не в их сторону. Вот, к тому же там приводились конкретные факты того, как обращались там жителями в Ленинградском районе. И поэтому они применили такие. Но уже даже вот судя хотя бы по тому, как они со мной обращались, скажем так, то разница между обращением журналистам при Гамсахурде и разница обращением журналистам при новом правительстве минимальна. Андрей, вот за все время вот этой войны в газетах, журналах, радио, телевидении много писалось о положении осетин в Южной Осетии. Но не было ни одной публикации о положении осетин во внутренних районах Грузии. Как в двух словах? В двух словах. Значит, по горе, что я могу сказать? Не по горе я говорил с одним единственным осетином. Так получилось, что был разговор в автобусе, просто случайно в городском. И, в общем-то, он так сказал, что я мечтаю как бы отсюда выбраться, как можно быстрее. Ну, пока живу. В самом городе есть сожженные дома, один из них стоит непосредственно рядом с музеем Сталина, я его сфотографировал, там я говорю, на горе лежит. Есть в старом городе несколько сожженных домов, я заметил. Но, в общем, там, конечно, не станет жить человек с вашими десятинными людьми. Ну и я еще могу сказать про Ранеут. Про Карапина там довольно мало информации. А про Ранеут я там ночевал, там мне ребята местные рассказывали. Вот. Они там говорят, что вот у нас живет в селе несколько грузин, и есть осетины, которые также занимают неопределенную позицию, и поэтому, говорят, мы даже в присутствии этих людей боимся обсуждать друг с другом эти темы. Что происходит в самом Схинвале, они не знают толком, что делается в городе. Вот никакой информации, кроме канала грузинского телевидения, у них нет. Свет подается с перебоями, продукты в магазин не поступают. Вот такая у них обстановка. Ракетные удары по Цхинвалу остаются по сути безответными. С автоматами, которых и так не хватает, против танковой артиллерии очень-то повоюешь. Засевших в укрытиях снайперов не снимешь. Если отбросить в сторону вежливо-дипломатический лексикон, то по сути идет откровенная и односторонняя бойня. Грузинские политики и верные исполнители их воли и замыслов боевики, как бы они ни назывались, Национальной гвардией или так называемыми неподконтрольными силами, планомерно и методично идут к поставленной цели, изгоняя осетин с их собственной родины. И многие не выдерживают, многие уезжают с нехитрым скарбом, кто как сможет, по единственной, уже обильно пропитанной кровью Зарской дороги, за хребет в Северную Осетию. Но уезжают теперь не только из осажденного и изнуренного Цхинвала. Потихоньку начинает нарастать и поток беженцев из Джавского района. Не только потому, что его границы тоже пришло вооруженное противостояние, но и потому, что спустя год после разрушительного землетрясения условия для самой элементарной жизни здесь лучше не стали.
Мы должны в течение 2 лет после землетрясения должны были построить 5000 квадратных метров жилой площади. Соцкульбы, 2 детских садика по 90 мест и пожарное депо на 3 автомашины. Из этого плана уже год прошел с этого плана. Мы практически ничего не выполнили. Построили себе на промбазе складские помещения и начали строительство пожарного депо. Вот в этом году мне выделили по 12-квартирный жилой дом с аптекой. Вот в этом месте, районе. И выкопал котлован. Котлован, чтобы смонтировать нулевой цикл, мне нужно с северной Осетии возить фундамент и плиты перекрытия. Их практически сейчас оттуда невозможно вывозить, ни транспорта нет, у меня ни объединений, ни технику не видели, и ни транспорта. Мы не можем приобрести ни механизмы, ни стройматериалы, тем более сейчас промышленность с поставщиками, а если наличных денег, на счету денег нету, я ничего не могу вывести и купить. Кроме домиков, здесь ничего за год после землетрясения на месте школы-интерната не появилось. Как вы сейчас существуете в этих условиях? Вот в течение года и ближайшие перспективы какие? Нам обещали в прошлом году построить здесь корпус, учебный корпус хотя бы. Он вот Но здесь стоял, да? Да, вот здесь стоял учебный у нас корпус, трехэтажный. И вот такая руина, посмотрите сами, пожалуйста. Вот мучаемся в вагонах. Вот эти вагоны, они спальные корпусы, это классы. Ну, никакой помощи нет. Раньше у нас, когда все было нормально, у нас было около 400 человек. А в этом году стало меньше, да. И местов не было. Желающих было много, а местов не было. Мы не принимали детей. Может в Джаве возродиться школа-интернат? Ну, как бы, в одно время мы хотели организовать. Вот, говорят, строители помогут, и мы своими силами тоже поможем. И у нас вот хотели разобрать вот кирпич, вон там сложили кирпич очень много. Думали, что нам построят школу. Мы сами тоже помогли. Но никакой помощи нету, а мы сами не в силах. Возможно, кто-то в Северной Осетии скажет: время и без того тяжелое, тут не до помощи соседу и брату. Но даже если отбросить кровно-патриотические чувства, даже если отбросить нормальную человеческую мораль, простой практический расчет все равно покажет. В противном случае и без того острая ситуация с беженцами в Северной Осетии станет в какой-то момент невыносимой. Трудно упрекнуть в чем-то уезжающих. Уезжающих может быть навсегда. Но труднее понять, как еще кто-то вообще остается в полуразрушенном поселке, где нет не только сносных условий для жилья, но нет работы, нет средств к существованию, нет товаров первой необходимости. Хлеб и мука – вот сегодня единственная привилегия джавцев. Атырбек, ситуация в Южной Осетии сейчас стала очень тяжелой, сложной. Но если в Схинвале она осложняется мощнейшими обстрелами, то здесь наряду с военной напряженностью еще и свой отпечаток накладывают последствия землетрясения. Спустя год практически мало что удалось сделать, не говоря уже о слове возрождения. В чем вот причины? О причинах сейчас говорить так определенно очень сложно, какие там наверху причины. Но по сегодняшнему дню причина в том, что нет стройматериалов, если на вот этом уровне говорить, нет финансирования, и не строится вот более года, и до сих пор вырыто только несколько котлованов всего. И установили здесь несколько этих финских домиков, с этих сборных домов. Вот все, что
после землетрясения, сделано здесь. Ну а вот сами жители, у которых индивидуальные собственные дома пострадали, вот как-то они выходят из положения и как? Из положения выходят как? Вот если проанализировать после землетрясения вот этот весь процесс, то можно вот такие разделы сделать. Значит, первое время люди были в шоковом состоянии, то есть ничего не могли делать. Второе время, после того, когда вот здесь вот эти управления открыли, была надежда, что будут строиться государственными организациями и так далее. Ну, наверное, вот эти стадии, когда они прошли, то разуверились в этих и начали сами строить кое-как. Ну, они кое-как укрылись, но это кто поснимал вторые этажи, кто там сарайчики понаделал, но сложность еще в том, как выходят из положения. Ну, естественно, ситуация и никому не лежит делать сейчас капитальные дома и так далее. Ну и второе то, что социальный уровень же по сравнению сейчас, тем более с этими скачками цен, намного ниже. Люди ни зарплат не получают. Сейчас ни одно предприятие, хоть и здесь не очень много предприятий было, не работает. Одно из немногих промышленных предприятий Джавы, наливочный завод по производству минеральной воды Дзау, тоже полностью разрушен.